Приветствую всех, кто встречает утро нового дня и Нового года вместе с нами у голубых экранов. Я поздравляю всех с наступившим 2020 годом. Хочу пожелать счастья, мира в каждый дом. Пусть все ваши желания, ваши цели обязательно будут достигнуты в этом новом 2020 году. Не знаю, как для вас, а для меня прошедшие новогодние праздники пролетели незаметно, но тем не менее сегодня с большим удовольствием проснулась ранним утром, чтобы встречать утро нового дня вместе с вами, наши дорогие телезрители. Я и мои коллеги в ближайшие 2 часа будем знакомить вас с полезной утренней информацией, поэтому оставайтесь с нами. Так, в ближайшие несколько минут мы будем говорить с нашими гостями об объявленном в этом году Международном годе медицинских сестер и акушерок. Также дадим вам действенные способы, как восстановиться, точнее свой организм после прошедших праздников. Также поднимем тему об изменениях в налоговом законодательстве в 2020 году и о повышении пенсий в наступившем году. Все это и не только в рамках нашей программы вы узнаете в течение часа. А теперь переходим к погоде. 50-градусные морозы заметно отступили, но тем не менее, что нам готовит завтра? Слушаем свежий прогноз от синоптиков. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 20, минус 29 градусов. Днем ожидается до минус 12, минус 27. В Заречье утром минус 21, минус 31. Днем минус 16, минус 29 градусов. В Южных утром минус 12, минус 19. Днем минус 9, минус 13 градусов. В Вилюйских минус 13, минус 21, днем минус 10, минус 16 градусов. В Нижнеленских Улусах минус 27, 28, утром днем ожидается до минус 20-23 градусов. В Западных Улусах минус 14, минус 16, утром днем минус 9, минус 12. В Колыме-Дигирских минус 28, минус 38, утром днем минус 26, минус 36 градусов. В Янских минус 28, минус 31, днем минус 24, минус 28 градусов. В северо-западных минус 21, минус 29 утром, днем минус 18, минус 28 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 21 градус. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 22, минус 24 градуса. А я хочу напомнить вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш WhatsApp номер работает. Если вы хотите задать вопросы нам и нашим гостям, то смело задавайте. Если вы хотите с чем-то с нами поделиться, с какими-то интересными, приятными событиями или кого-либо поздравить, также можете отправлять на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Мы продолжаем. Они каждый день спасают жизни людей, и их труд самоотвержен. Нынешний 2020 год объявлен Международным годом медицинской сестры и акушерки. В связи с этим сегодня в нашей студии я рада представить наших гостей. Это главная медсестра Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины, член правления Ассоциации средних медицинских работников республики Ирина Мордосова и главная акушерка Якутской республиканской клинической больницы, а также член правления Ассоциации средних медицинских работников Татьяна Ложкина. Ирина Семеновна, Татьяна Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Всемирная организация здравоохранения, как я уже отметила, 2020 год объявила годом медицинской сестры. Что это значит вообще для сферы сестринского и акушерского дела? Доброе утро. От имени региональной общественной организации Ассоциации средних медицинских работников Республики Саха-Якутия хочу поздравить своих коллег и жителей Якутии с наступившим 2020 годом. Для медицинских сестер и акушерок это значимый и важный год.
Глава Всемирной ассамблеи здравоохранения доктор Тедрос объявил 2020 год годом медицинской сестры и акушерки. Также в этом году мы справляем 200-летие со дня рождения Флоренс Найтингейл. Это медицинская сестра, создатель самостоятельной сестринской профессии, основатель современного сестринского дела. Мы, специалисты нашей республики, под руководством нашего лидера, нашего президента ассоциации, нештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью Минздрава Республики Саха-Якутия Аграфены Васильевны Яковлевой, начинаем этот год с новыми идеями, с новыми планами, с новыми задумками вместе с коллегами со всего мира. А вот как раз-таки какие планы у ассоциации на предстоящий новый 2020 год? Планы большие, работы предстоит очень много. Правление ассоциации также продолжит работу по поддержке инициативы расширения и внедрения современных сестринских практик, новых методик и технологий сестринского ухода. Также правление ассоциации уделяет большое внимание образованию и повышению квалификации специалистов. Правление также продолжит работу, выездную работу в улусное здравоохранение, продолжит работу по внедрению специалистов в непрерывное медицинское образование и аккредитацию специалистов. Также большая работа предстоит в глобальном мероприятии. Это такое мероприятие «Сестринское дело сейчас». Аграфена Васильевна буквально в декабре приняла обсуждение в этом мероприятии. Пройдет это мероприятие в городе Санкт-Петербурге в марте месяце, где примут участие более 700 специалистов из 90 стран. Мероприятие проводит Ассоциация медицинских сестер России совместно с Международным советом медицинских сестер и Всемирной организацией здравоохранения. И мы, медицинские сестры и акушеры, готовы принять в столь масштабном мероприятии участие, которое приурочено к Дню медицинской сестры и акушерки. Татьяна Анатольевна, ну какими вы видите перспективы развития профессии акушерки? Ну, о перспективах развития акушерки, конечно, можно говорить много. Вот я расскажу о том, как прошла конференция в октябре прошлого года в городе Санкт-Петербурге для акушерок под названием «Сделаем профессию сильнее». В этой конференции приняли участие представители не только российских городов, а также представители Финляндии и Швеции. Вот очень заинтересовали доклады этих акушерок. В этих странах акушерки работают как самостоятельно практикующие специалисты, ведут женщин от начала беременности, всю беременность до момента родов, в родах и послеродовом периоде. Несомненно, это вызвало большой интерес всех акушерок, которые присутствовали на этой конференции. И вот цель теперь наша состоит в том, чтобы готовить акушерок будущего, именно готовых для работы самостоятельной практики. Ну, для этого, конечно, необходимо внести какие-то изменения в уровень подготовки специалистов данной специальности, данного направления. Нужно, чтобы не только акушерки, но и общество в целом осознали всю необходимость этого процесса, роль акушерки не только в обществе, но и в семье женщины, которая будет готовиться стать мамой. Вот. И необходимо поднять престиж профессии. Для этого будут проводиться также всевозможные конференции. У нас в республике такая конференция прошла уже в октябре прошлого года. В ней приняли участие 95 делегатов, в том числе и представители акушерки северных районов. Очень хорошая прошла конференция, много было отзывов. И мы тоже вынесли резолюцию о том, что нам тоже нужно готовиться к таким процессам, к изменениям в подготовке акушерок и готовящих для самостоятельной работы практикующих. Ну, понятно, что в этом году пройдет большой ряд мероприятий, да? Да. С чего начнется вот первое мероприятие, которое в этом году, что ожидается? Ну вот я, как уже сказала, что мы готовимся к глобальной инициативе компании «Сестринское дело сейчас». Все силы и все идеи у нас направлены вот на это мероприятие. Как еще раз называется мероприятие? «Сестринское дело сейчас», которое пройдет в марте месяце в городе Санкт-Петербург.
Ну, понятно, что вообще, как известно, 70% да, работников медицинских и акушерских служб – это женщины. Что делается конкретно по гендерному да, равенству? Привлекаете ли как-то вы мужчин? В нашей профессии, конечно, женщин больше, ну, примерно 70%, но мы очень рады, что в нашу профессию пошли мужчины. У нас сейчас есть и медбратья, ну, фельдшера не всегда были, фельдшера-лаборанты были, но мы всегда приветствуем, если к нам в нашу профессию приходят мужчины. Престиж профессии повышается все равно. Мужчин становится больше? Мужчин становится больше, и, конечно, мы все, вся работа правления ассоциации, она направлена для того, чтобы поднять престиж и имидж нашей профессии, сестринской профессии, акушерской профессии. Я вам предлагаю сейчас немножко отойти от официальной информации и вспомнить, как вы пришли в медицину. Интересно послушать. И почему выбрали именно акушерское дело и медсестринское дело? Ну, медицинской сестрой становятся люди очень чуткие, очень заботливые, очень добрые. И, конечно, те люди, которые хотят принести добро людям. Мой выбор пал не случайно. У меня мама медицинский работник, поэтому я не представляла дальнейшей своей жизни без медицины. И уже достаточно в таком раннем возрасте вы уже знали, что вы станете, да, медсестрой? Да, конечно. Татьяна Анатольевна? Ну, я всегда хотела быть медицинским работником, хотя в моей семье нет представителей этой профессии. Я единственная в семье медицинский работник. Но почему-то хотела вот быть акушеркой. Мне всегда нравилась эта профессия еще со школы. И вот по окончании школы я поступила в медицинское училище и на отделение акушерское дело. И сразу же пришла работать в роддом. И вот на протяжении уже более 30 лет я работаю в роддоме. Ну, о сложностях, если говорить о сложностях профессии, какие они, с чем сталкивается персонал, когда вступает в эту сферу? Ну, сложностей в каждой профессии, наверное, много, но если любишь свою профессию, то, конечно, все сложности сглаживаются. И когда, ну, это скажут, наверное, все медики, когда мы видим пациента, который выздоровел и выходит со стен медицинского учреждения, у нас остается только одна радость за пациента, за его близких. Ну, сложности, как и в любой профессии, конечно, они есть. Но наша задача в том, чтобы мама от нас вышла здоровая, со здоровым ребенком. Мы стараемся работать так, чтобы это всегда так происходило. Ну, дарить радость материнства. Но сложности, конечно, сейчас намного легче работать. Сейчас вот в нашем перинатальном центре, вновь открывшемся, современное оборудование. Конечно, это во многом помогает в работе врачей, акушерок, медсестер. Что ж, Татьяна Анатольевна, Ирина Семеновна, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Спасибо за ваш нелегкий труд. Спасибо за то, что помогаете рождаться новым людям на свет. Еще раз хочу поздравить вас с объявленным в 2020 году годом медицинской сестры и акушерки. Это действительно здорово. Реализация всех ваших планов и намеченных целей. Спасибо. А мы продолжаем. Год белой металлической крысы начнется 25 января. Белая металлическая крыса, согласно восточному календарю, в 2020 году внесет глубокие перемены в каждую из сфер человеческой жизни. Какие характеристики присущи покровительнице 2020 года, давайте узнаем в следующем сюжете. Год металлической крысы хозяйки 2020 года наступит только 24 января. Но познакомиться с ней стоит заранее, дабы подготовиться к сюрпризам, которых следует от нее ждать. Металлическая крыса – водный знак, а поскольку древнее китайское учение фэн-шуй связывает стихию металла и воды с богатством, наступающий год подарит массу возможностей, которые помогут решить финансовый вопрос, обнадеживают нас специалисты по фэн-шуй. Крыса амбициозна, сама пашет, не покладая лап, и может заставить работать других. Но характер у нее не сахар, всегда найдет за что пожурить окружающих.
Для хвостатой красавицы характерны ясность и честность. Она реалистка, поэтому действуйте открыто и прямо. Обман рано или поздно вскроется. Также крыса настойчива. Не так, чтобы переть напролом, но если понимает, что игра стоит свеч, пойдет до конца. Самые упорные и терпеливые будут вознаграждены. О том, что крысы первыми бегут с корабля, знают все, но это не признак трусости, а умение просчитывать риски и доверять интуиции. Эти качества пригодятся всем. Крыса умна и сообразительна, находит выход из любой ситуации и легко приспосабливается к изменениям. Этому стоит у нее поучиться. Китайский гороскоп обещает людям, родившимся в год крысы, множество бонусов. Повезет в любви, решится жилищный вопрос, найдется отличная работа или повышение на имеющиеся. И со здоровьем проблем не предвидится. Что ж, будем во всеоружии, и пусть 2020 год станет для всех нас обязательно удачливым. В конце прошлого, 2019-го, в Якутске подвели итоги 8-го регионального чемпионата WorldSkills. О том, как это было, расскажет моя коллега Наталья Колесова. В Коворкин-центре «Точка кипения» подвели итоги 8-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Этому движению теперь подключились не только среднепрофессиональное образование, но и вузы и школы. Мы по движению WorldSkills в этом году очень неплохо. У нас есть хорошие показатели по демонстрационному экзамену. По качеству демонстрационных экзаменов мы на 4-м месте в России. По количеству, по охвату мы на 2-м месте в России. Также мы сейчас распространяем цифровые сертификаты. Мы попали в число 5 пилотных регионов, которым выделено по 1000 цифровых сертификатов, для получения дополнительного образования по этим направлениям. С 2017 года общее количество компетенций увеличилось. Молодых профессионалов также стало больше. В 2020 году курс будет взят на подготовку республиканской сборной для участия в национальном чемпионате. Количество участников, количество экспертов увеличилось, и говорили, как дальше наших чемпионов готовить более качественно к дальнейшему отборочному участию, который будет практически по многим регионам Российской Федерации, начиная с марта месяца, и как можно больше, чтобы ребята наши попали в национальный финал, который пройдет в июле месяце в городе Новокузнецк, этого Кемеровской области. В Покровском колледже готовят специалистов IT, и они каждый год принимают самое активное участие на данном мероприятии. Хотя колледж маленький, в этом году они принимали участие по 7 компетенциям. Движение WorldSkills дает очень много для нашего колледжа, потому что это мировые стандарты. Мы должны обучать наших студентов, ориентируясь на лучшие мировые практики. А именно сейчас, в среднем профобразовании, это дает только движение WorldSkills. Здесь ребята смотрят, учатся у лучших. Вместе с тем еще преподаватели также проходят повышение квалификации в рамках этого. Ну и мы видим, как должна выглядеть настоящее современное оборудование, настоящая материально-техническая база по стандартам WorldSkills. Движение WorldSkills ширится и развивается. В республике к нему присоединяется больше районов, которые активно и с большим желанием участвуют в этом движении. Наталья Колесова, Александр Жуков. Новый день. Сколько веревочки не виться, все равно рано или поздно настанет конец. Так и с новогодними каникулами. Пора входить в свою привычную колею. А как же это сделать с наименьшими потерями для своей красоты? Очень несколько разгрузочных дней после январских каникул. Заварите себе термос с чаем и на часик отправляйтесь в парк на бодрящую прогулку. Как раз погода позволяет. Не сидите у телевизора, не смотрите зомбирующие программы и не пытайтесь готовить низкокалорийный антиоливье. Гораздо эффективнее яичные белки. Это отличная диетическая пища. Их можно сварить или пожарить, добавить грибов, болгарского перца, специй или аджики. Для вкуса отличный вариант разгрузочной пищи. Чтобы минимизировать вред, который новогодние праздники могут нанести коже, специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим. В день, если нет ограничений по медицинским показаниям, выпивайте 1,5 литра воды. Она вымывает токсины и увлажняет кожу. Следы новогоднего разгула с лица помогут убрать контрастные полотенца.
Чередуйте горячие полотенца с холодными. Сосуды от них будут сужаться и расширяться, благодаря чему уйдут отеки и улучшится цвет лица. А еще есть несколько по-настоящему антикризисных вариантов. Осталась неизрасходованная петрушка. Сварите из нее отвар, поставьте в холодильник и протирайте, распыляйте его на лицо. В петрушке, как известно, очень много антиоксидантов, которые работают еще и против старения. А если у вас еще остались и огурцы, охладите их дольками и положите под глаза на 5 минут. Это поможет избавиться от темных кругов. Вот такие нехитрые способы помогут вам быстрее прийти в себя. А замечали ли вы, с какой теплотой старшее поколение вспоминает Новый год в советские времена? Разъяснений на вопрос «почему» множество. Мы предлагаем окунуться в советский Новый год прямо сейчас и узнать, с чем он ассоциируется у наших жителей. Елка и украшение дома и оливье. Советское время, наше время было, да? Хорошее время прошло, очень хорошее время. Потому что я, самая счастливая мать была. 6 родила, воспитала. И такая жизнь была как-то спокойнее. Елка во Дворце пионеров, скорее всего. Подарки в красном мешочке. Хоровод вокруг елки, и вот костюмы такие, чаще всего животные, такие вот персонажи. Зайчики, снежиночки, лисички. Вот. Мандарины, оливье, селедка под шубой. Наверное, вот так. Ну и, конечно, радость, салют. Подарки и мандарины, яблоки. Вообще, только Новый год мы ели. Это с яблоками. И такой запах хороший был. С елкой, мандаринами, с подарками. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Страховые пенсии неработающих пенсионеров начали индексировать с 1 января этого года. На сколько процентов и каким будет ее размер, нам сегодня расскажет наш гость. Это главный специалист-эксперт отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия Роман Афанасьев. Роман Борисович, доброе утро. Доброе утро. Сколько якутян, пенсионеров на сегодняшний день и каков средний размер пенсии? Еще раз добрый день. У нас в республике на учете стоит на 31 декабря 2019 года стоит 270 тысяч пенсионеров. Да? Из них у нас по старости получателей пенсий являются 225 тысяч пенсионеров. И отвечая на ваш вопрос о среднем размере, да, я скажу, что средний размер по республике Саха-Якутия составляет 20 500 рублей. А насколько повысилась пенсия и на сколько процентов, да, с 1 января? Проведена январская индексация, да, она у нас ежегодная. Процент индексации у нас составил в этом году 6,6%. Индексация у нас касается только для неработающих пенсионеров, да, получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности. И это коснулось у нас порядка свыше 138 тысяч получателей пенсий. И если взять средний размер пенсии, то среднее повышение, да? Среднее повышение у нас по республике составило 1400 рублей. И опять же, если взять средний размер, у нас по республике в связи с этим повышением для неработающих пенсионеров он составил 22 100 рублей. Ну, в январе проиндексированы пенсии неработающих, да, а работающим когда ожидается перерасчет? Что касается работающих пенсионеров, да, по пенсионному законодательству с 1 августа ежегодно у нас проходит корректировка размеров страховых пенсий. Это
опять же касается и по старости, и получателей по инвалидности. И эта корректировка, она связана с уплатой работодателям страховых взносов для своих работников. Получается, если получателю страховой пенсии были уплачены работодателем страховые взносы, то ему с 1 августа положена вот данная указанная корректировка. В этом году у нас повышение, максимальный размер повышения составит где-то около 270 рублей для работающих пенсионеров. Угу. А какие повышения ожидаются получателей социальной пенсии? Угу. Что касается получателей социальных пенсий, да, повышение для них у нас ожидается с 1 апреля, да, этого года. Размер установлен правительством Российской Федерации в размере 7%. Получается, размеры социальных пенсий они увеличатся на 7%. Как будет выплачиваться январская пенсия? Выплата январской пенсии, она как бы уже осуществляется, но в связи с праздничными выходными январскими днями, да, выплата у нас проводилась в городе Якутске с 5 января, а в других населенных пунктах, городах нашей республики выплата началась 6 января. А вот на сегодняшний день, если взять, то выплата у нас проходит по графику. Роман Борисович, известно также, что с 1 апреля текущего года ожидается индексация пенсий на 7%. Кого это коснется? Ага. Еще раз повторюсь, да, вот данная индексация, она предусмотрена для получателей социальных пенсий. Это у нас, как бы скажем, незащищенный слой населения, да. Это получатели, дети, инвалиды. Это у нас у кого получатели пенсий, социальных пенсий по старости, у кого не выработан стаж, да. Это у нас инвалиды, у которых также не имеется стажа. Это у нас люди, получатели которых инвалидность также установлена с детства. Вот для них вот, предусмотрена с 1 апреля индексация 7%. Интересно, а ожидается ли повышение ежемесячной денежной выплаты? Да, это у нас опять же, скажем так, ежегодная процедура. Повышение ежемесячной денежной выплаты у нас в этом году будет увеличено на 3%. И сроки у нас с 1 февраля этого года. Что ж, Роман Борисович, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Поздравляю вас с прошедшими праздниками и с наступающими праздниками. Удачного дня, плодотворной работы. Вас также спасибо. Ну а у нас на очереди небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Ваши сообщения поступают, чуть позже обязательно зачитаю. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Четверг, 9 января на календаре. Поздравляю всех с официальным первым рабочим днем в новом 2020 году. Я хочу напомнить вам, что если вы упустили какую-то информацию от наших гостей, то вы всегда можете посмотреть наши эфиры на нашем YouTube-канале «Утро НВК». Так что оставайтесь с нами и следите за последними новостями. Ну а с новостями республики и за ее пределами нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Им слово.
Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. Минвостокразвития примет основные документы по Арктике в этом году. Речь идет об основах государственной политики. Документе, который определяет национальные интересы России в Арктике, стратегии развития арктической зоны России на ближайшие 15 лет, а также о новой госпрограмме. В ней будут прописаны специальные механизмы развития макрорегиона и их финансовое обеспечение, сказано в официальном сообщении министерства. Проектный офис по дальневосточной ипотеке по 2% годовых заработает на базе Минвостокразвития и Арктики в этом году. В него войдут сотрудники министерства, представители агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, кредитные организации, строительные фирмы, а также региональные власти. Среди основных задач офиса – контроль за выдачей ипотеки, мониторинг программы в регионах, а также выработка мер по сдерживанию роста цен на жилье. Правительство России предусмотрело 4 миллиарда рублей на строительство онкологического диспансера и онкологического центра с поликлиникой в Якутии, которые будут введены в 2023 году. Наша республика получит ассигнование из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения. В течение 3 лет республике на строительство онкологического диспансера и онкологического центра с поликлиникой будет выделено более 4 миллиардов рублей. Субсидии Якутии, как и другим субъектам Федерации, утверждены распоряжением правительства России от 31 декабря прошлого года. В Якутии переселят 61 тысячу человек из аварийного фонда. Республика завершила все программы по переселению из аварийного жилья, признанного непригодным к проживанию до 2017 года. Напомним, реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Первый индикатор, по которому рассчитывается исполнение национального проекта «Ввод жилья». План 2019 года – 542 тысячи квадратных метров. Второй индикатор – программа по переселению из аварийного жилья. В этом году планируется переселить 61 тысячу человек из 1 миллиона квадратных метров. В Якутске продолжаются рейды по профилактике пожаров в жилом секторе. Проводит мероприятие инспекторский состав столичного отдела надзорной деятельности и профилактики регионального отделения МЧС России. Чаще всего во время таких рейдов выявляются замечания по неисправной электропроводке как в самих квартирах, так и в подъездах. Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов нередко отсутствуют и первичные подручные средства пожаротушения. С начала Нового года проверено более 100 квартир, а пожары из-за подобных нарушений возникли в 6 жилых помещениях. Отдел надзорной деятельности и профилактическая работа по городу Якутску с начала года регулярно проводит профилактические рейды с целью недопущения пожароопасной ситуации в многоквартирных жилых домах. Всего с начала года проинструктировано 390 человек. Сегодня в ходе рейда мы посетили 10 семей, провели профилактическую беседу, предупредили взрослых о недопустимости злоупотребления спиртными напитками, вручили памятки с подробной информацией о правилах пожарной безопасности и способах вызова экстренных служб. Новогодние выходные мирнинцы провели активно. Уже несколько дней подряд температура воздуха не превышает минус 10 градусов. По словам жителей, это самые теплые новогодние выходные за долгие годы. А самым популярным среди горожан стал активный отдых за городом. Это развлекательные комплексы горнолыжных баз «Алмазная долина» и «Заречная», а также излюбленное место мирнинцев – природный парк «Живые алмазы Якутии». Новогодние выходные запомнились хорошей погодой. Прекрасный подарок на Рождество. Катание на лыжах. Ходили на спектакли, на елочки. Тепло было, хорошо гуляли. Вот с внучкой на лыжах ходили, сейчас с мультик пока идем. В этом году был такой хороший Новый год, тепло было. Спасибо, коллегам. Мы продолжаем наш эфир. У нас на очереди свежая порция вакансий на сегодняшний день. Итак, требуется продавец непродовольственных товаров. Требования образования среднее, грамотная речь, умение общаться. Заработная плата 30 тысяч рублей. Требуется вальщик леса без предъявления требований к образованию и стажу работы, также без вредных привычек. Заработная плата 40 тысяч рублей.
И помощник капитана, первый помощник механика, мастер пути обстановочного теплохода. Специальность эксплуатация внутреннего водного транспорта или судовождение с правом эксплуатации судовых энергетических установок. Заработная плата 58 тысяч рублей. Ну а к этой минуте я рада зачитать сообщение. Дорогую нашу Ольгу Степановну Кочкину поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, удачи, процветания в бизнесе и семейного благополучия. Поздравляют вас Басовы, Никоновы и Винокуровы. Будьте счастливы, Ольга Степановна. А что нужно знать о всеобщем декларировании в России, которое ведут в стране, введено в нашей стране с 1 января наступившего года? Данная процедура станет обязательной для каждого гражданина. Сегодня более подробно об этом мы говорим с начальником отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ФНС России номер 5 по Республике Саха-Якутия Лилией Егоровой. Лилия Федоровна, доброе утро. Доброе утро. Ну, конечно же, интересно, да, кого обяжут предоставлять декларации, обязали уже, да, с 1 января? Ну, в налоговом законодательстве ежегодно вносятся изменения, дополнения в налоговый кодекс. Да? Изменения, дополнения касаются в этом году с 1 января 2020 года как индивидуальных предпринимателей, как юридических, так и физических лиц. Да? Ну, сегодня мы поговорим о физических лицах. Да? И хотелось бы отметить, что у нас до 30 апреля физические лица, которые получили доходы, они обязаны представлять налоговую декларацию. Каким образом это происходит? И что вообще несет в себе понятие декларация? Да? Давайте немножко разъясним населению. Ну, определение налоговой декларации предусмотрено в Налоговом кодексе Российской Федерации. Да? Налоговая декларация – это документ, где отражаются доходы и расходы налогоплательщика. Да? Налоговая декларация, она может быть представлена как в бумажном виде, так и в электронном носителе. Чтобы налогоплательщики представляли налоговую декларацию через электронные сервисы, да, Федеральной налоговой службой разработаны электронные сервисы для удобства налогоплательщиков, такой как личный кабинет налогоплательщика физического лица. И для того, чтобы представить налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика физического лица, да, физическому лицу необходимо получить электронную подпись. Электронную подпись генерируют прямо в самом сайте. Это никуда не нужно ходить, получать ключи. Да? Необходимо придумать электронную подпись и направить налоговую декларацию. Или, конечно же, могут представить налоговую декларацию на бумажном носителе, но это, конечно же, определенная очередь. И чтобы не сидеть в очередях, мы рекомендуем представить налоговую декларацию через электронные сервисы. Тем более в электронных сервисах налоговая декларация, она более упрощенной и понятной формы, чем бы его физическое лицо оформило само на бумажном носителе. Да? Что необходимо продекларировать физическому лицу в этом году. Да? Здесь необходимо разъяснение в плане того, что в том случае, если физические лица в 2019 году получили доходы, например, от продажи квартиры, жилого дома, гаража, транспортного средства, земельного участка. То есть недвижимости, да? Да, недвижимости, которая у них была в собственности менее 3 лет, ну это касается нашей республики Саха-Якутия, да, менее 3 лет, да, в этом случае они обязаны представить налоговую декларацию до 30 апреля 2020 года и при этом уплатить сумму налога, которая рассчитывается в налоговой декларацию к уплате до 15 июля 2020 года. Да? Здесь необходимо указать следующее. Да? В том случае, если даже налогоплательщики декларируют сумму дохода к уплате 0 рублей, это на примере пояснить получается так. Да? Допустим, они купили квартиру в 2018 году, утрированно скажем, за 5 миллионов. Да? И продали его в 2019 году
за такую же сумму, за 5 миллионов рублей. В этом случае они в налоговую декларацию отражают сумму покупки данной квартиры и продажи данной квартиры. В этом случае сумма уплаты налога составляет 0 рублей. Но так как у них в собственности данная квартира была менее 3 лет, поэтому они должны представить декларацию. Да? А если бы квартира была в собственности более 3 лет, да, в этом случае нет необходимости предоставлять налоговую декларацию. Кроме того, в налоговом кодексе предусмотрены понятия вычетов, да, автоматического. Но бывают случаи, когда физические лица получают квартиру в наследство, в дарение. Да, то есть они получили его без несения расходов, скажем так. Да, и возникла необходимость его продать. В данном случае, допустим, они продают квартиру за 3 миллиона рублей, но, как я уже сказала, они его приобрели безвозмездно, да, путем дарения. В этом случае налоговый кодекс предусматривает автоматическое уменьшение на 1 миллион рублей, без разницы, за сколько они продают. То есть они, если продали за 3 миллиона рублей, уменьшают на 1 миллион рублей, из 2 миллионов рублей с разницы уплачивают 13%, это 260 тысяч рублей, и необходимо представить декларацию. В том случае, если налогоплательщик налоговую декларацию не предоставляет до 30 апреля, позже установленного срока предоставляет, в этом случае он привлекается к налоговой ответственности по статье 119 Налогового кодекса. Сроки представления декларации у всех разные, да, я так понимаю? Срок представления налоговой декларации для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, он совершенно разный в зависимости от системы налогообложения. Для физических лиц до 30 апреля. Лилия Федоровна, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром, проснулись и так хорошо разъяснили тему. Спасибо, удачного дня, но у нас на очереди реклама, оставайтесь с нами. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем наш эфир. На очереди свежий прогноз погоды на день 9 января. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 20, минус 29 градусов. Днем ожидается до минус 12, минус 27. В Заречье утром минус 21, минус 31. Днем минус 16, минус 29 градусов. В южных Улусах минус 12, минус 19 утром. Днем минус 9, минус 13 градусов. В Вилюйских Улусах минус 13, минус 21 утром. Днем ожидается до минус 10, минус 16. В Нижнеленских минус 27, 28 утром, днем минус 20, минус 23. В западных Улусах минус 14, минус 16 утром, днем минус 9, минус 12 градусов. В Колыменде-Гирских Улусах минус 28, минус 38, днем минус 26, минус 36 градусов. В Янских Улусах минус 28, минус 31, днем минус 24, минус 28. В северо-западных Улусах минус 21, минус 29 утром, а днем минус 18, минус 28 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 21 градус. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске температура воздуха составит минус 22, минус 24 градуса. Мы продолжаем наш эфир. Юная хандыкчанка Алиса Кашкан учится в 6 классе Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова. У нее обычное увлечение – лепка из пластилина. Правда, особенным его делает сама девочка. Пластилин словно оживает в ее руках, превращаясь в загадочных существ, русалок, животных и таких героев десятки. О своих созданиях Алиса может говорить часами. Дракона, которому еще нет имени, она делает второй день. Особенно трудно далась морда, ведь ей надо придать эмоции и вставить зубы.
Для такого размера поделки та еще ювелирная работа. Чего только нет в ее пластилиновой коллекции. Гастрономия в миниатюре, фрукты, овощи. Мультяшные персонажи сменяются авторскими. Многим нет названия, но они населяют придуманный мир Алисы, который умещается в старой картонной коробке. Мне удается делать такие минимизированные работы, то есть вот все точно делать. Ну, это вот мне стоило очень многих трудов, сама обучалась. Но я еще пробовала что-то новое, то есть делала переливы цветов, то есть смешивала пластилин с другим пластилином, либо же как-то вот просто так вот разглаживала пластилин, чтобы был такой плавный переход. У Алисы, как и у любого художника, есть свое уединенное место. Это дом бабушки. Здесь, в тишине за лепкой, она отдыхает душой, погрузившись в мир, созданный своими руками. Это для нее целая пластилиновая планета, где Алиса может создать идеальный мир, в котором она бы хотела жить. За лепкой девочка сидит часами. Если что-то будет не так, может убрать, что-то не получится, восстановить. То есть это мир, которым управляет сама Алиса. Ну, я обычно вот читаю же энциклопедии, и там вот у меня возникает вдохновение. Либо уже вот у меня вдохновение от настроения, либо же когда я вижу какой-нибудь как-то вот фрагмент, то есть вот в книге там вот увидел какое-то животное, либо же на видео, и вот хочу это повторить и немного модифицировать. Родители разделяют интерес своей дочери. Мама Антонина Дмитриевна старается организовать развивающую среду. Алиса, смеясь, говорит, что она в магазинах скупила все пластилины, карандаши и краски. Ведь Алиса Кашкан увлекается не только лепкой, но и рисованием, бисероплетением и даже столярным делом. При этом на всех занятиях она проявляет удивительную работоспособность и усидчивость, что во многом является залогом ее достижений. Алиса очень способна. Если ее развивать, в нее можно, как говорится, больше и больше делать. Она может и шкатулки делать. Она все может. Она девочка такая, которая всю себя отдает работе. Так что останавливаться нельзя никак. Потому что если ее развивать, она может дойти до моего уровня, делать такие вот картины, допустим. В будущем Алиса мечтает создать в соавторстве с двоюродными сестрами Виолеттой и Ариной пластилиновую игру. А пока она только учится быть волшебником. Да еще каким. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район, специально для программы «Новый день». Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Более 1000 молодых исследователей станут участниками республиканской научной конференции «Шаг в будущее», которая начинается уже сегодня, 9 января, в столице нашей республики. Конференция проводится уже 24-й раз, значит, имеет богатую историю. Чего мы ожидаем от предстоящей конференции и о важности в ней роли английского языка нам сегодня расскажут наши гости. Рада представить вам Михаила Чиросова, исполнительного директора Координационного центра программы «Шаг в будущее», и Людмилу Сидорову, доцента Института зарубежной филологии и регионоведения СФУ, кандидата педагогических наук. Доброе утро. Доброе утро. Михаил Михайлович, ну, как уже сказали, проводится почти 25 лет, да? Да. Естественно, у нее своя история. Давайте немножко углубимся в нее. Ну, еще в 1996 году эта конференция начала развиваться по инициативе первого президента Михаила Ефимовича Николаева нашей республики. И она вот проводится уже 24-й раз. Следующий год осенью будет 25-летний юбилей. Конечно, за это время уже несколько поколений, уже можно считать, сформировалось и прошло через эту программу. Основная цель – это развитие творческих способностей и поиск детей, которые склонны к проектной работе, исследовательской. Это не только будущие ученые, это просто очень хорошо подготовленные специалисты, которые могут умело информацию подавать, анализировать. И в целом это очень полезные навыки вообще для всех. Поэтому с момента, когда эта программа стала поддерживаться академической наукой, высшей школой, вот прошло уже 24-й раз мы собираемся. Каждый год вроде одни задачи, но каждый раз что-то новенькое появляется, новые секции. Сейчас уже 35 секций, направлений больших, и, конечно, мы за это время научились работать с детьми, и такой системы, которая работает от школьной скамьи до федерального и международного уровня, у нас в России очень мало таких систем. Вот как раз-таки 35 секций, вы сказали, да? Да, 35 секций и еще отдельный конкурс иностранных языков, в которые все секции участвуют.
Это очень важный конкурс, и мы его проводим уже, так точно не помню, но больше 15 лет. Он был в разных форматах. Но сейчас только английский язык, но зато как бы он поголовный. Ну, вот как раз таки Людмила расскажет, как проходит этот конкурс. Конкурс научных докладов на английском языке проводится уже более 15 лет. Первоначально данный конкурс участие в данном конкурсе было добровольным. Учащиеся имели право выбирать, участвовать в данном конкурсе или нет. Но последние 3 года данный конкурс стал обязательным первым туром для всех участников Республиканской научной конференции «Шаг в будущее». Участие в данном проекте, в данном конкурсе предполагает не только хорошее знание английского языка, умение владение фонетическими навыками, лексикой и хорошими знаниями грамматики английского языка, но также и терминов соответствующей дисциплины или же области науки. И лучшие знатоки или те учащиеся конкурсанты, которые показали высокий уровень владения английским языком, они получают рекомендации системы конференции Intel ISEF. Intel ISEF – это Intel International Science and Engineering Fair, это всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений школьников, который ежегодно проходит в Соединенных Штатах Америки. И представители 65 стран принимают участие в данном конкурсе, включая и нашу Россию. И наши ребята из Якутии там активно принимают участие, да? Там очень сложная система пробиться, и главный критерий – английский язык. То есть у нас есть случаи такие, участвовали, и Intel ISEF даже имели большие награды, но это мы сделали ее общесистемной. То есть можно, конечно, воспитать одного лидера, а мы хотим, чтобы были массы. Это очень специфично, сложно. Но вообще каждым годом стараемся что-то новенькое сделать. Вот в этом году появилась новая секция по методике преподавания. То есть они всегда педагогика вроде бы, но тут их разделили, потому что это на стыке отдельных знаний по областям образования и одновременно педагогические основы. То есть эта секция просилась, и она сейчас неплохая уже по объему состоялась, и мы очень рады. Ну и сделали довольно много заочных конкурсов, по которым некоторые направления, они пока только в начале становления. Это, например, по робототехнике, по геоинформационным технологиям и вот интересная подсекция наследия Кулаковского. То есть это связано с краеведением. Мы планировали, что еще такие подсекции будут по музееведению, по горной технике, инженерии. Ну, это как бы одно из направлений, там можно участвовать и дистанционно. Наша большая республика, она предполагает, что необходимо привлекать и такие формы. А какие секции полные на сегодняшний день? Вообще, все секции, мы считаем, они полные, потому что если их немного, например, 13-14, но они уже как бы состоялись. Есть интерес, есть представленность. Но самые большие секции, это, как всегда, гуманитарные у нас, история, языки. Ну, довольно много и физиков, математиков, больше 40 работ, это, я считаю, отобранных. Это тоже же фильтр отбора через систему конференций. У нас практически 31 муниципальный район системно, очно участвует. А сейчас у нас здесь представлено 35 муниципальных районов. То есть фактически вся республика, ну, хоть 1-2 участника там. Мы понимаем, что издалека приехать сложнее, дороже намного, но мы рады и тому, что шаг будущий есть в каждом регионе нашем, в каждом районе нашей республики. А какие успехи можно отметить за прошедшие годы? За прошедший год, ну, во-первых, у нас прошла же очень интересная конференция у нас в Якутске, Азиатская Тихоокеанская конференция, и там наши дети были в числе тоже лучших. Они достойно конкурировали. Потом есть у нас отдельные участники, которые ездили за пределы нашей Российской Федерации, представляли нашу Российскую Федерацию. Ну и мы довольно неплохо традиционно участвуем на всех российских больших крупных конференциях. Мы подсчитали, примерно больше 250 детей у нас выехали за пределы нашей Якутии. Это очень почетно и важно, и системная работа.
Что ж, действительно, сегодня очень престижно принимать участие в конференции «Шаг в будущее». Успехов и побед нашим ребятам, удачного проведения конференции. Спасибо за участие в нашей программе. Ну а я с вами, уважаемые телезрители, прощаюсь до завтра. Передаю слово своим коллегам Пелагее Буртаховой и Алексею Лукину. Увидимся.